у нас есть список заказов, и каждый раз при поступлении нового заказа в конец этой таблицы мы должны добавить строку. Для этого сначала нам нужно попасть вниз таблицы, но это может быть не очень удобно, если таблица большая. В нашей текущей таблице у нас 761 строка заполнена. Давайте попробуем упростить работу с этой таблицей с помощью Google скриптов. Мы напишем коротенький скрипт, который будет автоматически приводить нас к последней заполненной строке. Для создания такого скрипта мы переходим в меню «Инструменты», «Редактор скриптов». И в открывшемся окошке давайте напишем нашу функцию. Так как работаем мы с таблицами, то и обращаться мы будем к интерфейсу Google таблиц Spreadsheet App. Далее нам необходимо указать, что мы будем работать с текущей таблицей, и также указываем, что работать мы будем на активном листе, выбираем соответствующий метод. Это полный путь получения доступа к активному листу, но в данном случае мы можем исключить вот этот метод полностью, так как активный лист подразумевает автоматически и активную таблицу. И далее сюда же мы добавляем метод getLastRow. С его помощью мы определим, какая последняя строка нашей таблицы заполнена. То есть вот эта конструкция нам должна выдать номер последней заполненной строки. Давайте положим его в соответствующую переменную. Я назову ее lastRow, последняя строка. Теперь мы знаем, какая строка у нас будет последней, и чтобы к ней перейти, мы снова обращаемся к интерфейсу таблиц, снова выбираем активный лист. Далее нас интересует метод getRange. С его помощью мы получим доступ к диапазону, который сами зададим, и в скобках мы можем задать параметры этого диапазона. Допустим, нас интересует 15 строка, первый столбец. Но в данном случае мы всегда будем попадать в 15 строку, а нас интересует, чтобы строка каждый раз была разная, то есть последняя заполненная. Она у нас есть вот в этой переменной, поэтому вместо 15 мы пропишем название нашей переменной lastRow. И в конец нам необходимо добавить команду activate для того, чтобы перейти к указанному диапазону. Наша функция готова, давайте придумаем для нее название, например, вот такое. Сохраняем ее и добавляем триггер для ее срабатывания. Наша функция будет срабатывать при открытии таблицы, то есть каждый раз, когда мы открываем таблицу, мы будем переходить к последнему ряду. Нажимаю «Сохранить» и при необходимости авторизую. Готово, триггер добавлен, и все, что нам осталось сделать, это проверить, работает ли наша функция. Переходим назад в таблицу. Каждый раз при открытии новой таблицы мы оказываемся в ячейке А1. Давайте проверим, произойдет ли это при наличии нашего скрипта. Для этого я просто обновлю страницу. Мы видим, что таблица загружается, и после загрузки ничего не происходит. Мы по-прежнему в ячейке А1. Вероятно, мы допустили ошибку. Давайте ее найдем. Возвращаемся в скрипт, и ошибка допущена вот здесь. Пропущена одна буква. Далее я написал ее правильно без опечатки. Сохраняю. Возвращаюсь в таблицу и еще раз обновляю страницу. В этот раз мы видим, что функция сработала и автоматически активирована ячейка А761. Давайте проверим, сработает ли функция, если в таблице будут пропущены строки. Для этого какую-нибудь из строк я очищу и еще раз обновлю страницу. Несмотря на наличие пустой строки, мы все равно попадаем в самую последнюю заполненную строку. И это преимущество перед работой с клавиатурой, когда мы нажимаем Ctrl и стрелку вниз. В этом случае мы попадем сначала к вот этому промежутку. И если у нас их будет какое-то количество, то нам придется сначала по ним попутешествовать, и только потом мы доберемся к концу таблицы. Ну и давайте еще немного видоизменим нашу функцию. Сейчас мы попадаем в последнюю заполненную строку, но хотим-то мы попадать все-таки вот сюда и сразу начинать заполнять. Поэтому давайте вернемся к нашему скрипту. И что нам в нем нужно поправить? Внутри метода getRange мы указываем, какая строка и какой столбец нам нужны. Так как внутри переменной lastRow у нас лежит последняя заполненная строка, ее номер, то туда мы и попадаем. Мы же хотим попадать на следующую строку, поэтому к номеру, который у нас уже есть, мы просто добавим единицу. Таким образом будем попадать в следующую строку. Сохраняем, возвращаемся в таблицу и обновляем страницу для проверки.
Готово, скрипт работает, мы попали к пустой строке, которая располагается сразу после последней заполненной строки. Дополнительно хочу обратить внимание, что вместо использования триггеров мы можем назвать нашу функцию onOpen. В этом случае она также будет срабатывать при открытии файла, а устанавливать триггер не потребуется.